Хочешь эксклюзив? Да, давай. Абсолютно. Никогда никому не рассказывал, думаю, ну уже можно. Когда-то мы общались с Юрием Витальевичем Луценко. Это было года 3 назад. 2,5, наверное, где-то так. И Юрий Витальевич Луценко, в присутствии свидетелей, поэтому я как бы за слова могу за свои ответить, сказал следующее, 2,5 года назад. Он сказал, ну мы же... Он, кстати, вот там, кто там кричат по поводу патриотизма и так далее, он в быту, в принципе, в основном русскоязычен. Ну, во всяком случае, в общении вот в тех кругах, в которых я, в общем-то, с ним встречался. Вот, он сказал, ну мы же понимаем, что придется вот Беркут нам зачислить Небесную Сотню. Яким чином? Трезвый был. Ну, во всяком случае, визуально. Ну, вот так вот он сказал. Вот его слова. Вы думаете, вот есть ли у тебя какие-либо сомнения о том, что об этой его позиции, которую он сказал, в общем-то, ну, посторонним людям, ну, все-таки рассчитывая на некую кулуарность, но тем не менее, вот, есть ли у тебя сомнения, что об этой его позиции не знали там все наши записные патриоты, типа Иры Геращенко, типа Иры Луценко, опять же, да, с которой он, извините меня, спит рядом, и которая требует у Недавы вынести этого козла. Вот, типа Петра Алексеевича Порошенко. Понимаешь, вот что меня напрягает, так это вот на людях мы вышиванки на себе рвем в патриотическом экстазе, а когда доходит до кармана, извините меня, так тут и Олег, да, там правая рука инакиевского гангстера, может козла, если что, вынести.